Листая ленту WhatsApp и ВКонтакте, меня натолкнуло на такую мысль, а почему бы нам не съездить и не записать сюжет, что действительно происходит с коронавирусом, как отражается это на ценах и в целом ситуации, как люди к этому относятся, как защищаются, какие препараты используют. Ехал в автобус почти был полупустой, человек 10 или 15. Обратил внимание на двух пассажиров, они были в маске, то есть используют средства индивидуальной защиты. Здравствуйте, мы пройдемся сейчас по городу Иркутску и оценим обстановку, какая сейчас в городе, что творится в аптеках, продаются ли маски. Айша, Алан, тебе привет, ведущая статистику коронавируса. И еще пройдемся по магазинам в целом, какая ситуация, есть ли продукты на полке, отразился ли курс доллара на ценах на продукты питания. Зайдя в аптеку, мы видим надпись «Масок нет в продаже». Аптека находится по адресу проспект Ленина, 42. Передо мной стояла женщина, закупалась перчатками. 42 штуки, по-моему, взяла. Очень так много. Меня это сильно очень удивило. Разговаривая с фармацевтом, спрашивая, какие медикаменты пользуются повышенным спросом, фармацевт мне ответил, что противовирусные антисептики очень большой популярностью пользуются, перчатки, одноразовые маски, но, к сожалению, масок сейчас нету. Переместившись в другой аптеке, мы сейчас зайдем, поинтересуемся, есть ли у них медицинские маски. Зайдя в аптеку, мы видим привычную надпись «Масок нет в продаже». Переместившись еще к очередной аптеке, зайдя вовнутрь, я вам гарантирую, что мы увидим привычную надпись «Масок нет». В аптеку мы видим очередную надпись «Масок нет». Жить города Якутска не стоит на месте, также все продолжает двигаться, народ куда-то едет, спешит, все совершают покупки. Ну, в целом так-то народу поменьше стало. До того, как глава республики Айсен Николаев объявил о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. Мы переместились к следующей аптеке, сейчас мы зайдем и посмотрим. Мне кажется, та же самая будет надпись «Красоваться, масок нет». Здравствуйте, а маски есть? Нет масок? То, что в республике объявили 14-дневный карантин, применяете ли средства индивидуальной защиты и как вы к этому относитесь? Ну, я по моим по слухам, я знаю, что нет у нас этого коронавируса, пока нету. Но я боюсь, что у нас самолеты летают, поезда ездят, машины ездят свободно. Может быть и больные, могут быть и китайцы, мы близко к китайцам живем. Ну, в целом я смотрю... Опасно. Я одобряю то, что они вот сделали карантин. Даже чуть раньше надо было. То есть надо было раньше это сделать? Чуточку раньше надо было. Хотя бы на неделю раньше. Ну, вот, видимо, с России зависим. Вот смотрите, еще такой вопрос. То есть объявили то, что ученики, школьники не ходят в школу, а детсад ходит. Ну да, вот это, ну для этого родители должны работать. Да? Работу же никто не снял. Поэтому надо зарабатывать для этих детсадовских детей, школьников. Кто будет кормить? Родители. Ну, они кроме на работу. Родителей. Кроме родителей никого нет родителей. Ну как там было же объявлено, что, ну, допустим, работодатель, если уходит, ребенок, родитель уходит, вот, по состоянию здоровья, то ему же больничный оплачивается. Ну это больничная по болезни, а так здоровье люди должны ходить на работу. Своих детей оберегать должны, маленьких тем более. Они все укутанные ходят. Так что все, это правильно. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вам задать пару вопросов? Здравствуйте. Как вы относитесь к тому, что в республике объявили 14-дневный карантин по коронавирусу?
Никак, нормально отношусь. Как нормально? А какие-нибудь средства используете индивидуальной Конечно, защиты? использую. А Я какие, же например? пью БАДы в основном. БАДы в Да, основном? и эфирные масла. Ага, ага. А какие можете посоветовать препараты зрителям индивидуальной защиты? Ну, народные же есть. Народные средства? Самое главное это чеснок Ага, и вода теплая, ага. чтобы было. И лук тоже хороший. Ну да, эти народные средства очень хорошо помогают. Да. А вот такой вот И еще. можно эфирные масла тоже, конечно. Эфирные масла очень хорошо помогают. Такой Есть, вот, например, чайное дерево, эвкалипт. вот Да. такой вот еще видел, то, что, допустим, употребляет алкоголь, типа коронавирус не берет таких. Ну вот алкоголь вот я вообще отрицательно. Да, то есть к алкоголю Вообще не отрицательно. пью и даже не советую. Ну, то есть народными средствами. Да, больше народными средствами. Спасибо огромное. Есть такой небольшой лайфхак для тех, кто переживает о своем здоровье. Есть продаются одноразовые респираторы, марлевые респираторы в строительных магазинах, в автомагазинах. Вы покупаете и можете забыть о том, что боязни коронавируса. По секрету нам сказали, что в ТРК Туймада продаются медицинские маски. Место, где продавали маски, но, к сожалению, их разобрали. Вчера и позавчера люди приходили, покупали на целый класс, либо на вообще группу людей. По 20 штук брали, либо по 30. Да. Поэтому их всех разобрали. А когда будет следующее поступление? Честно говоря, я не знаю. Ну, нам сказали, что тут самодельные маски продают. Тут? Да. Вот именно в нашем. Нет. Нет? Значит, это была ошибочная Да. информация. Спасибо вам огромное. Не буду вас отвлекать от работы. До скорых встреч. До свидания. Заходите к нам еще. Находившись по торговому центру, мы отправились домой уставшие, но счастливые, что выполнили свое задание. Оценяв материал, мы на это потратили хоть немножко, но нашего времени. Я думаю, что вы оцените, наши дорогие зрители, а мы отправились в торговый центр. Зайдя в торговом центре, в продуктовом магазине, сильного дефицита не наблюдается, есть небольшие места пустые на полках, но колоссального такого попустения не видно. Читая новости, которые приходят с местных якутских СМИ, местные СМИ пишут, что ателье возьмутся за пошив масок медицинских, но цена будет, конечно, соответствовать от 40 рублей. Это минимальная была цена, которую мы видели. Максимальная цена 150 рублей. То есть зарабатывают только производители на этой эпидемии коронавируса. И также зарабатывают на нем спекулянты, перекупы, можно так сказать, покупая все маски в округе на оптовых базах и продавая их на Юле, на Авито, в социальных сетях, в мессенджерах, Telegram, WhatsApp. Зарабатывают только перекупы, а страдают обычные люди. На этом я с вами прощаюсь, мои дорогие. Я вас очень сильно люблю, обнимаю. Всех абсолютно новых зрителей. Рад вас приветствовать. Оставляйте свои комментарии. Что вы думаете? С вами был Сергей Тихий. До скорых встреч. Пока-пока.